Как часто мы жалуемся на давление, у кого-то оно слишком низкое, у кого-то резко подскакивает и забирает все силы. В медицине повышенное давление называют артериальной гипертонией и страдает от нее 30% взрослого населения страны. Проверить свое самочувствие сегодня можно было в холле Ингушского госуниверситета. Там развернулась небольшая акция. Первым воспользоваться возможностью поспешил декан медфакультета Умар Яндиев. Признается, будучи гипертоником, давление проверяет часто и как врач понимает всю значимость этой акции. По статистике до 50% в разных регионах людей не знают о том, что у них высокое артериальное давление, и, соответственно, от этого бывают проблемы со здоровьем. Еще одна приятная для меня ситуация заключается в том, что здесь мои бывшие выпускники, замечательные девочки, хорошо учившиеся, принимают участие в этой акции. Акция организована Республиканским центром медпрофилактики региона совместно с кардиологическим диспансером. Таким образом, врачи информируют население о болезни сердечно-сосудистой системы и ее лечении. Здесь проводят сразу несколько обследований. Сначала измеряем вес, рост, потом мы измеряем артериальное давление. Сегодня у нас было около 20 человек. Среди них с артериальной гипертонией у нас выявлено 5 человек. Это пациенты, которые не обращались к врачам. При случайном обследовании у них выявились невысокие цифры артериального давления. И в дальнейшем им предстоит дообследоваться в Республиканском кардиологическом диспансере. Чем выше давление, тем тяжелее сердцу закачивать кровь. И это влечет за собой череду различных сердечно-сосудистых болезней, таких как инфаркт, инсульт. Своевременное выявление артериальной гипертонии – это возможность свести риск к минимуму. Но на сегодняшний день профилактические осмотры желательно проходить не только людям в возрасте, но и молодежи. Ни для кого не секрет то, что возрастная группа больных с каждым годом становится все моложе и моложе. Поэтому для нас на сегодняшний день приоритетной задачей является оповещение людей именно молодого поколения о всех возможных факторах риска для того, чтобы предотвратить развитие данного заболевания у этой группы людей. Но, как оказалось, мнения насчет значимости прохождения профосмотра у студентов госуниверситета разделились. Я думаю, что нужно ходить, проверять свое здоровье. Такие осмотры полезны для общества. Если честно, я провожу такие осмотры только в тех случаях, когда у нас на уровне университета, допустим. А так, чтобы сама проверяться, ходить, нет, я такого не делаю. Я не отрицаю то, что это нужно, необходимо, но когда вот всей этой суете, как-то времени не остается, чтобы думать об этом. Организаторы акции подчеркивают, проверять свое здоровье необходимо. Коварных заболеваний много. Зачастую недуг протекает бессимптомно. А между тем, согласно статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно в мире умирает 17 миллионов человек. К сожалению, у нас в регионе, как и по всей стране, сердечно-сосудистые заболевания стоят на первом месте и по заболеваемости населения, и по смертности. Последние пару лет, благодаря активной работе сердечно-сосудистых центров, профилактических центров, а также диспансеров и поликлиник, эта смертность она снижается. Мы над этим, безусловно, работаем. Идеальное давление для человека 120/80. Диагноз гипертония ставится пациенту в том случае, если его давление выше, чем 140/80. Риски, ведущие к артериальной гипертонии, избыточная масса тела, малоподвижный образ жизни и стресс. Чтобы свести к минимуму повышение артериального давления, нужно есть больше фруктов и овощей, отказаться от курения и алкоголя, проводить регулярные физические нагрузки по полчаса в день, ходить пешком, ездить на велосипеде, бегать или заниматься плаванием, но в обязательном порядке раз в полгода проходить профилактический осмотр. Дана Плиева, Хамзат Халухоев, Новости 24.